Туле обрел свой голос храм святого равноапостольного князя Владимира. Сотрудники Тульского машиностроительного завода, при котором расположена церковь, обустроили для нее уникальную колокольню. На знаменательном событии освящения звонницы, которое возглавил митрополит Тульский Ефремовский Алексий, побывали и наши коллеги. Храм расположен на территории Тульского машиностроительного завода, известного оборонного предприятия Тульского региона. Его колокольня возведена в честь 300-летия начала оружейного дела в России, которое широко отмечается в этом году в конце февраля. Чин освящения совершил митрополит Тульский Ефремовский Алексий. В окроплении воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Значимость этого события для региона подчеркнули присутствующие на освящении звонницы губернатор Тульской области Владимир Груздев и другие представители администрации. Мы совершаем с вами сретение замечательного исторического юбилея 300-летия начала оружейного производства в нашем богоспасаемом граде Туле. Встречаем торжественно и молитвенно. Встречаем ровно так, как начинался этот жизненный труд и подвиг наших предков на этой земле в самый день его основания. 300-летие оружейного дела – достойный повод для такого шага, как постройка звонницы. Инициатор возведения колокольни – генеральный директор компании Евгений Анатольевич Дронов. Целью строительства было не столько сделать подарок работникам завода и городу к праздничной дате, сколько восстановить духовную преемственность поколений тульских оружейников. Сегодня владыка Алексей отметил, что приход живой, в этом большая заслуга действующего настоятеля. Территория нашей акционерной компании, она имеет духовную историю. На территории ее находился до революции еще в XIX веке храм, который впоследствии был разрушен, но в настоящее время на его месте установлена памятная доска. Идея построить колокольню сначала пришла самим верующим, прихожанам Свято-Владимирского храма, который открыт для них с 2009 года. Прежняя звонница располагалась на крыльце у входа в храм, и звон колоколов был еле слышен. Теперь с появлением звонницы о храме узнает больше людей вокруг, как в городе, так и на заводской территории. У меня появилась возможность, скажем так, совмещать работу на предприятии и здесь же рядом участвовать в богослужении в храме. И со временем представилась возможность даже не просто быть прихожанином, а участвовать чтецом по возможности, свободное от работы время. И это все рядом с предприятием, все в одно связанное воедино. И это очень помогает и в работе, и в жизни. Эта близость, так сказать, храма и рабочего места. По словам руководителей Тулумашзавода, эта постройка является логичным завершением храмового комплекса предприятия. Как и сам храм, она выполнена в традициях старинного деревянного зодчества и является уникальной в своем роде. Высота шестиугольной двухъярусной звонницы 22 метра. В нижнем помещении колокольни расположен музыкальный фонтан с красивой подсветкой. Планируется, что оружейники и другие прихожане храма будут собираться здесь на концерты духовной музыки, приводить сюда детей. Сразу видно, что этот проект не типовой, потому что уже связано с тем, что с местом расположения, с маленьким местом. Во-вторых, в общем-то, как в основном все сооружения здесь в компании, это вообще-то, в принципе, все идеи это работников компании. Нет ни одного произведения, которое не внесло вклад сюда. Конечно, здесь и решетки, и двери, и окна, и лестницы, в общем-то, все, в принципе, в основном идеи это заводчан, и, в общем-то, и во многом были изготовлены силами завода. Многие заводчане активно участвовали в разработке проекта новой колокольни и в дальнейших работах. Они же выполнили ковку и литье металлических элементов декора и лестницы. Кстати, ограда храма и колокольни в точности повторяет знаменитую решетку Петербургского летнего сада, которая несколько столетий назад была создана тульскими оружейниками. Кроме того, в храмовом комплексе Машзавода скоро появится памятник святому равноапостольному князю Владимиру, в честь которого освящен храм. Его открытие запланировано к престольному празднику в июле. Настоятель храма, отец Александр, выразил надежду, что реализация проекта поможет привлечь в храм новых верующих горожан и привести в церковь тех, кто пока только еще находится на пути к вере. Кого-то звук колокола может начаться
первым шагом к Богу и приведет его ко Христу, поскольку этот звук, этот удар колокола, это как будто бы удар в сердце, в душу человека. Открой ее, и все остальное произойдет уже для человека таинственно и чудесно, произойдет истинное, подлинное преображение.